камыш замачиваешь в воде, чтобы она камыш мягкой была, чтобы она не мокрая сильно была. И смолой вот эту лыжу намажешь, приклеиваешь. Мастер из села Нивширо Карткировского района Анатолий Попов рассказывает, как сделать настоящие охотничьи лыжи. Их, как известно, коми традиционно обивали камусом. Впрочем, сегодня таких умельцев, способных с нуля смастерить настоящие лямпы, единицы. И авторам фильма пришлось постараться, чтобы их отыскать. Охота, рыболовство, гончарное и кузнечное дело, вязание и ткачество. Документальная картина рассказывает обо всех основных занятиях зырян. Чтобы показать их такими, какими они были сотни лет назад, создателям пришлось потратить 2 года. Они посетили 8 городов и районов и забирались туда, куда обычно попасть крайне трудно. Особенно запомнилась авторам поездка на Удару. Мы в течение дня сплавлялись по реке Ирва на лодках и останавливались в близлежащих поселениях, проводили съемки там. И это было очень интересно, потому что в том числе мы посещали полузаброшенные деревеньки, где, например, живет только один житель с семьей. То есть мы наблюдали за тем бытом, который вот эта семья ведет, вдали, буквально вот вдали, в отрыве от цивилизации. В коллекции Финно-Угорского культурного центра страны этот фильм уже 15-й по счету. Все предыдущие посвящены в основном малочисленным народам. Проект задумывался как раз для сохранения их культуры. Именно поэтому съемочная группа стремилась показать самые яркие обряды и традиции и подгадывала время съемок, исходя из особенностей того или иного народа. Мария, например, выбеляли холсты свои на снегу. Мы поэтому съемки запланировали поехать зимой туда поснимать. А Мордва фильм, например, «Дары земли», там нам нужно было показать традиции земледелия мордовского народа. Конечно, мы запланировали съемки на май. То есть вот такие вот, как бы, ну, скажем так, планинги, да, в создании, в организации съемок. Посмотреть фильм о народе коми можно будет в интернете. Кроме того, диски с документальной картиной разойдутся по школам и библиотекам. Их можно будет использовать даже в качестве учебного пособия при изучении традиций и культуры зырян и просто показывать жителям республики, чтобы напомнить им, в каком необыкновенном крае они живут. По мне так никакого моря, никакого юга, ничего мне не надо. Я вот здесь вот приезжаешь на эту речку, в лес, на охоту, я вот здесь отдыхаю. У меня душа радуется. Светлана Некрасова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.